В следующем году исполнится ровно 45 лет с момента строительства первой в нашем городе панельной девятиэтажки. До этого в Казани возводили лишь кирпичные высотки и панельные пятиэтажные дома. Первую девятиэтажку строили ударными темпами. Сдачу дома, как это было принято в Советском Союзе, приурочили к двойному юбилею – столетию со дня рождения Ленина и 50-летию со дня образования ТССР. О расцвете строительства хрущевок в Казани специальный репортаж Сергея Шерстнева. Монтаж первого в Казани девятиэтажного дома из крупнопанельных железобетонных конструкций ведет бригада Героя социалистического труда Андрея Хабарова из 7-го строительно-монтажного управления Треста номер 1. Эта зарисовка была снята в 1969 году Казанской студией кинохроники в рамках киножурнала «По Волге широкой». Год сдачи первой в Казани девятиэтажной панельки определить было несложно. Столетие вождя революции Владимира Ленина и 50-летие создания Татарской автономной Советской Социалистической Республики пышно отметили в 1970 году. Тогда же получили ключи от новых квартир экспериментальной девятиэтажки и первые новоселы. Галина Ивановна Ковляева живет в доме номер 33 по улице Латышских Стрелков с 1976-го. Жильем вполне довольна. Не жалею, хотя я выросла, как вот говорю, в центре, на улице Островского, где теперь комбинат здоровья стоит. Это проект 1.467А или 1.467Д. То есть, по сути, это переделанный проект довольно-таки распространенных в Казани пятиэтажных домов, назовем их хрущевками, более позднего времени, то есть те, которые строились на излете хрущевской эпопеи. Сергей Купцов по профессии проводник на железной дороге, но страстно увлечен историей архитектуры. Это с его помощью нам удалось определить по кадрам кинохроники, в каком месте Казани построили первую девятиэтажную хрущевку. К 70-м годам в Казани началось освоение района Танкодрома. И здесь же, на наиболее видной точке, то есть улица Павлюхина, получается, это одна из основных транспортных артерий в те года, ну и сейчас тоже, в настоящее время. И на обрыве танкодрома, вот этого холма, было решено построить некий дом 9 этажей. И этот дом стал первым проектом в Казани крупнопанельного промышленного домостроения. У его бригады свой почерк. Прочность сварки, точность сборки и подгонки узлов. Андрей Хабаров – личность в Казани легендарная. В 39 лет был удостоен звания Герой социалистического труда. Профессиональный каменщик, приложил свою руку ко многим зданиям в нашем городе. 40 лет проработал в строительно-монтажном управлении Казанского стройтреста номер 1. Умер в 1998 году. Первого в Казани девятиэтажного дома из крупнопанельных 70-й год? конструкций ведет бригада Героя Ой, папка. Андрей Хабаров. Ирина и Любовь, дочери знаменитого строителя, впервые видят эти кадры. Папа не рассказал им о том, что его снимали киношники. Он вообще, несмотря на звание и регалии, был очень скромным человеком. Никогда в жизни он не любил просить чего-то. Да. Ему ведь много полагалось, льготы, да, там машина вне очереди. Мы этого не имели никогда. Да. Мы строили дачу, да, в 89-й год? Да. Да. И он сказал, что я не пойду в Трест просить кирпич. Сами доставайте. Семья Хабаровых была большой. 7 человек. Жили скромно, но не бедствовали. Частный дом в авиастроительном районе, 10 соток земли. Сейчас на месте того дома этот детский сад. Андрей Александрович работал один. Зарплата 130 рублей плюс подсобное хозяйство. Корова, свиньи и куры помогали сводить концы с концами. Нас звали Кулацкий поселок. Называли. А вот На самом деле там жили одни трудяги. Да, одни трудяги, во-первых. А тогда ведь изолированных квартир мало было. Все с соседями жили, а мы у нас, да, действительно, мы как... Еще и корову держи. Да, дочь. Отец весь день пропадал на стройке. Дома всем заправляли мать и бабушка. Кстати, свою жену Евдокию Андрей Хабаров тоже нашел на стройке. Маленькая проворная Дуся работала подсобницей. В 1958-м, когда Хабарову присвоили звание Героя соцтруда, Евдокия восприняла это как свою заслугу. Она ему
ему говорит: был бы ты героем, если бы я тебе кирпичи не подавала. Через пару лет портрет Хабарова появился на страницах популярного всесоюзного журнала «Огонек». Эту фотографию потом бабушка, мать Андрея Александровича, хранила рядом с иконами, хотя сын и был матерым атеистом. Мама его стала на работу провожать, а он говорит: Дусь, у меня пуговица оторвалась. Она искала белую нитку и не нашла. Он говорит: да ладно, там кирпич-то класть. И она ему пришила черный. И когда вот эту фотографию принесли, мама в ужасе говорит: Андрюшка, черная нитка. Никто бы никогда не заметил, она сразу говорит: черная нитка. Хабаров всю свою жизнь жил в Казани, выезжал из города лишь однажды, в Ташкент, восстанавливать столицу Узбекистана после разрушительного землетрясения в 1966 году. Провожала его туда семья со слезами, как в другую страну. В палатках они там жили, очень холодно было. Да. Вот он рассказывал, что было очень холодно, разруха была страшная. После возвращения из Ташкента Андрея Хабарова ждала новость. В Казани было решено строить экспериментальный 9-этажный панельный дом. Дело новое. Пришлось именитому мастеру снова сесть за учебники, чтобы овладеть специальностью строителя-монтажника. В доме у нас нависла тогда вот такая, знаете, тревога. Очень боялись мама, бабушка. Он же ведь в ученики практически Да, шел. он Он же зарабатывал учился. хорошо, он Да. обеспечивал семью, а тут ученик. Ученики пошел. Да. Хабаровцы так окрестили в родном Тресте бригаду монтажников, которую возглавил Андрей Александрович. Они возвели 9-этажку за 35 дней. Эксперимент признали удачным. Скоро такие типовые дома стали строить во всех крупных городах Советского Союза, где были местные заводы железобетонных изделий. А для этих крупнопанельных зданий строительные конструкции доставлялись уже с завода ячеистого бетона, расположенного в городе Набережные Челны. О качестве хрущевок ходят анекдоты. Между тем, такие дома изначально предназначались для временного решения жилищной проблемы и имели расчетный ресурс 50 лет. Поздние исследования показали, ресурс можно продлить до 150 лет при своевременном капитальном ремонте. Капремонт первой казанской 9-этажки сделали в 2012 году. Местные жители довольны. Да вообще-то держится. Трещин вроде нет. Сергей Шерстнев, Наиль Шейхудинов, Ренат Кадыров, телеканал «Эфир».